Спортивные объекты столицы Коми полностью готовы принять фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. На Стефановской площади, например, пройдут показательные выступления по армрестлингу, олимпиаде, хапсагаю и шот-санлад. Соревновательные события развернутся на 7 площадках. В планах турниры по тхэквондо и ТФ, самбо, лапте, флорболу, гиревому спорту, масс-рестлингу, перетягиванию каната. Всего в программе 23 вида. У нас есть несколько видов спорта, которые мы апробируем на наших площадках. Это у нас акробатический рок-н-ролл, чир-спорт, таврели у нас будут проходить. Масса мероприятий, которые мы еще нигде не видели и не слышали. Для жителей нашего города и нашей республики это будут тоже новые виды спорта, которые они могут увидеть и познакомиться. На 4-й фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта заявилось более 500 участников. Оценивать выступления будут 100 судей. Сборная Коми 76 человек – это максимум, определенный положением фестиваля. Мы представляем 6 видов спорта. Вторая по численности сборная Ульяновской области – 30 человек выступит в 8 видах. Едем с боевым настроем. Как вы знаете, что вторая по численности делегация будет. Планируем везде взять награды вплоть до золотых. То есть, если бы не стремиться к этому, тогда нечего ехать, правильно? Некоторые делегации везут именно один вид спорта, на которых делают акцент. Получат золотые медали и станут победителями общекомандного зачета. Вот здесь считаю, что немножко неправильно. В бильярдном клубе столицы тоже готовятся принять соревнования фестиваля, тем более, что турнир по бильярдному спорту получил статус чемпионата России. Завершают перетяжку и ремонт столов, генеральную уборку, контроль аудиосистем и проверку качества связи. Игры можно будет просмотреть как вживую, так и дома с помощью онлайн-трансляции. Отметим, что Сыктывкар принимает чемпионат страны второй раз. И здесь знают, это не только накал эмоций, но и шанс для молодых и еще совсем юных спортсменов. Мы работаем сейчас там 8-10 часов каждый день. Мы хотим, чтобы все прошло очень хорошо, поэтому Министерство спорта в этом плане обязательства все свои исполнило в срок, то есть нам предоставлено оборудование, материалы. Наша задача сейчас все это привести в спортивный и должный вид. Чемпионат России – событие статусное, поэтому за титулами приедут со всех концов страны. Ожидают около 50 человек. Уже подтвердили участие действующие чемпионы и мастера спорта международного класса. Максим Шибанов – главная ударная сила нашей сборной. Многократный чемпион республики, победитель всероссийских турниров, сейчас усиленно тренируется по 4 часа в день. Конечно, есть своя цель. Это главное войти в 8, постараться. А там потом как получится играть в свою игру и придерживаться своей стратегии. Приедет достаточное количество игроков, очень достойных, не будет слабых игроков. Получится очень хороший чемпионат России. И очень приятно, что он в моем городе, потому что я из этого города. Сам здесь тренируюсь и тренирую. Более традиционное для Коми северное многоборье пройдет сразу на 2 площадках – на лыжной базе Веждина в Эждинском районе и в спортивной школе Олимпийского резерва номер 1. В этом виде традиционно сильнее как раз северные районы. Каждый год в Ижме проходят республиканские соревнования по национальным видам спорта. Поэтому неудивительно, что республику будут представлять исключительно ижемцы. А противостоять им будут лидеры этого вида – Ханты-Мансийский округ, Красноярский край и Нарьян-Мар. Я подготовил 7 человек, то есть 2 девушек и 5 ребят. Ребята уже давно у нас, получается, есть призер России по национальным видам спорта, мастера спорта по национальным видам спорта, кандидаты и перворазрядники. К фестивалю готовится и сыктывкарский строитель. В турнире по мини-хоккею с мячом он сыграет со сборными Костромской, Кировской и Архангельской областей. В 2016-м наши стали серебряными призерами. За золото фестиваля поборется 2-й состав команды. Будут принимать участие команда «Строитель-2». Полностью будет состоять из наших местных воспитанников. Посмотрим наш ближайший резерв, посмотрим, на что они способны, готовы ли они помогать команде Суперлиги. И задача самая амбициозная, то есть выиграть этот фестиваль. Гостиницы готовы принять спортсменов, точки питания определены, сформирована и обширная культурная программа, чтобы гости провели эти 5 дней в республике с удовольствием. На центральном республиканском стадионе сейчас вовсю идут репетиции. 21 августа именно здесь пройдет грандиозное открытие 4-го фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта с творческими номерами, выступлением танцевальной команды United Beat из Ухты и, конечно, красочным салютом. Наш телеканал покажет действо в прямом эфире. Константин Куратов, Павел Люлядмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.